Магомед Динеев в аргунской команде самый маленький, однако силы духа ему не занимать. Это уже его не первое соревнование, но перед каждым турниром юный дзюдоист переживает, словно первый раз. Да и сам тренер Магомед Магомадов возлагает на своего спортсмена большие надежды. Республиканский турнир, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Феликса Куцеля, проходит уже 5-й раз. В выходные за право быть лучшими сражались 16 команд, а это аж 200 юных дзюдоистов со всего региона в возрасте от 9 до 14 лет. С разных уголков Чечни юные, но перспективные спортсмены спешили участвовать в турнире, ведь это уникальная возможность продемонстрировать свои навыки. И сила, и техника прежде всего нужны, но точно так же мы и психологически с ними работаем. Во-первых, для нас важна победа. Почему? Потому что мы работаем на результат, чтобы вот эти ребята пошли дальше. Это сегодня для них старт. Это уже в преддверии больших соревнований, уже больших турниров. В 60-х годах чеченские дзюдоисты решили создать добровольно-спортивное общество «Локомотив». Тогда его и возглавил легендарный Феликс Куцель. Сегодня его воспитанники выросли, но вот память о великом учителе сохранили. Дань памяти, которую мы можем отдать этому человеку, как бывшие его воспитанники. Это был человек, который был очень фанатично предан своему делу. А за счет этого он создал одну из лучших школ в мире дзюдо. Многие известные имена этому подтверждение. И те ребятишки, которые сегодня показывают, как они умеют бороться. Так что будем стараться делать этот турнир ежегодным. Это наш, так скажем, первый опыт при поддержке ассоциации. Феликс Петрович Куцель стал первым развивать дзюдо и самбо в республике. В 68-м сначала появилась небольшая секция, а потом уже и целое общество. Победа самое главное. Участие. Для участия у нас есть и районные соревнования, и сельские соревнования, и межгрупповые. Это республиканские соревнования, конечно, не один лидер здесь. Сегодня может выиграть и команда вот этого Беркута, потом может выиграть Аргун или Алханкала. Так что у нас география обширная, и ребята, кому повезет, как повезет. Повезло, а больше заслужили победу команда «Беркут-1» из Грозного. Второе место заняли дзюдоисты из Аргуна. Бронзовыми призерами стала еще раз команда «Беркут», только уже их второй состав. Сайхан Сенсаева, Алевтина Банадыкова, Хава Жимунаев. Новости.